Merhaba Ayşe. Merhaba Ruşen, işlerin nasıl? Yaxşı, sağ ol. Я senin işlerin nasıl? Her şey yaxşı, sağ ol. Да, хотя что я спрашиваю, и так видно, гуляешь по парку, песенки поешь, птичек кормишь. А, кстати, про какой такой куш ты пела? В лотерею, что ли, выиграла? Нет, не куш, а куш. Куш – это птица. Ох, опять эти куры, гуси, лебеди, кошки и собаки. Может, уже пора выйти из этого зоопарка? Ну, во-первых, знать названия птиц и животных на родном языке – это очень важно. А во-вторых, посмотрим, как ты справился с этим, как ты говоришь, зоопарком в своем домашнем задании. Но сначала блиц-опрос для тебя. Давай. На какой вопрос отвечает слово «ад»? Ад, так, это гусь, правильно? Нет. Ад – это лошадь. Ад это лошадь. Ну, так как животные в крымско-татарском считаются неодушевленными, значит, на вопрос не. Что? А ад-бакар или же аче? Ч. Но здесь добавляется суффикс ч. Это суффикс, который используют для образования профессии. А значит, ч. Это человек, который работает с лошадьми, конюх. Догру. Правильно. Ну, значит, отвечает на вопрос Ким. Селям алейкум, дослар! Машалла, Рушен. Посмотрим, как ты справился с другими заданиями. Первое задание. Баранджи вазифе. Запишите названия домашних животных в родительном падеже. Сығырның, буғаның, бузавның, қойның, қочқарның, қозының, ечкінің, текенің, улақның, атның, тайның, көпекның, көчелекның, мышықның, пардошның. Второе задание. Экінжи вазифе. Запишите в первый столбик слова, отвечающие на вопрос «кым», во второй столбик слова, отвечающие на вопрос «не». Кым, оджа, мен, сен, біз, сыз, олар, эмир, Гаспринский, ага, не, шер, улак, көй, эв, пардош, азбар, гуль, топ, кучелек, улак, туз. Учинджи вазифе. Третье задание. Переведите на крымско-татарский язык предложение. Кто это? Букым. Это моя сестра. Бу меным татам. А это кто? Я букам. Это мой брат. Бу меным агам. Это что? Буне. Это лошадь. Бу ат. Это щенок. Бу кучелек. Это утка. Бу папи. Все отлично, Рушен. С названиями птиц и животных, используя знания об именительном и родительном падеже, ты справился. Теперь, думаю, пора узнать названия диких птиц и животных. Айше, давай начнем с птиц. Сауна саджа, я готов. Посмотри, какой красивый лебедь. Лебедь по-крымско-татарски будет аккуш. Ак – белый, куш, как ты уже знаешь, птица. Дословно белая птица. Такое точное и красивое название – акуш. А бывают же еще и черные лебеди. Как вы крымско-татарски будет черный Айше? Кара. Кара. Получается, черный лебедь будет кара акуш? Так будет? Это интересный вопрос. Думаю, если бы у нас водились черные лебеди, как, например, в Австралии, наши предки придумали бы им другое название. Но, к сожалению, они видели только белых лебедей. Ну ладно. Интересно, а как тогда наши предки называли других птиц? Чтобы рассказать о всех этих названиях птиц, нужно говорить часами. Но мы поговорим только о самых распространенных. И начнем с самых говорливых. Ага. Торгай, воробей. Кстати, в каком падеже, точнее в родительном, будет слово воробей? Так, в именительном будет буне торгай, а в родительном бу-ненын, бу-торгайнын. Отлично. Пошли дальше. Бюль-бюль, соловей. А почему он булькает буль-буль? Он не булькает. Вот ты так произносишь. Нужно произносить с помощью звука «ю». Бюль-бюль. Повтори. Бюль-бюль. Ну так правда мелодичнее на самом-то деле. Отлично. Машалла. Звуки в названиях птиц очень важны. Иногда они могут обозначать или же подсказывать, о какой птице идет речь. Например, карга. Угадай, что это за птица? Так, карга это птица, я думал, карга баба-яга. Ладно, я понял, надо тверже. Карга? Карга. Карга. Карга, так это ворона. Точно. Карга – ворона. А есть еще одно слово, которое очень похоже на карга, но это уже совсем другая птица. Карылгач – ласточка. Харылгач. На самом деле очень знакомое слово. Подожди, ведь есть такая песня веселая, правда? Да, я тоже очень люблю эту песню. Хорошо, теперь я точно запомнил, что ласточка будет Харылгач. Ну, еще запомни несколько слов, о которых мы не говорили. Турна, журавль,
И бодине, перепелка. Турна и Бодине. Я обязательно их себе запишу в тетрадь. А вот знаешь, летом у нас над домом пролетал сокол. Это было очень красиво. А как будет тогда сокол по-крымско-татарски? Сокол – шаин. Кстати, это слово используется и в качестве имени. И означает оно символ мужества и смелости. Про нашего великого Амитхана Султана часто говорят «бызым шаинымыз» – наш сокол. А у него на самолете был нарисован орел. Орел по-крымско-татарски – картал. Картал. Ага, то есть если я буду говорить про сокола как про животное, я буду говорить буне, а если про сокола иметь в виду Амитхана Султана, буким. Ты прав. А как будет шаин в родительном падеже? Шайнын, а орел харталнын. Дохру. Вижу, вы хорошо усвоили вопросы именительного и родительного падежей, которые мы изучали на прошлом занятии. Сегодня поговорим о дательном, вернее, о дательно-направительном падеже. По-крымско-татарски «догрултув келеше». Келеш, как вы уже знаете, это падеж, а догрултув от слова догрулмак – направлять, выправлять. Это означает, что слова, которые употребляются в дательно-направительном падеже, означают направление к кому-либо, чему-либо, к какому-то месту, какому-то времени. Давайте посмотрим. Догрултув келеше – дательно-направительный падеж. Кымге – к кому, неге – к чему, кайда – куда, неерге – к какому месту, невахтка – к какому времени. Аффиксы ка, га, ке, ге. А теперь подробнее. Вопросы кымге, неге означают направление к кому-либо или чему-либо. Например, сен кымге кетесін. К кому ты идешь? Мен айшеге кетем. Я иду к Айше. Но есть и второе, прямое значение этого падежа. Дательное. Например, сен китапны кымге бердім. Кому ты отдал книгу? Мен китапны Айшеге бердім. Я отдал книгу Айше. Вопросы кайда, не ерге означают направление к какому-то месту. Сен кайда, не ерге кетесін. Куда, к какому месту ты идешь? Мен чуканга кетем. Я иду в магазин. И, наконец, вопрос не вахытка означает к какому времени произойдет то или иное событие. Запомните, не в какое время, а именно к какому времени. Эта разница хорошо видна на таких примерах. К зиме журавли улетают из Крыма. Турналар кышка Крымдан учуп кетелер. Кышта Крымда турналар йок. Что касается аффиксов дательно-направительного падежа ка, га, ке, ге, то, как всегда, используя их, нужно помнить правила сингармонизма. Рушен, ты все записал и запомнил? Аффиксы и вопросы направительно-дательного падежа. Кимге, неге, неерге или кайда, не вахытка. Да, я запомнил. Кимге – это кому или к кому. Неге – чему или к чему. Кайда, неерге – куда, к какому месту. И не вахытка – это к какому времени. Тогда давай немного поупражняемся. Я буду говорить тебе слова по-русски. Ты будешь подбирать правильный вопрос, переводить на крымско-татарский язык, причем в дательно-направительном падеже. Только не забудь про правила созвучия. Ну, попытка не пытка, давай попробуем. Шаин. Так, шаин. Ага. Шаин – это же у нас сокол, правильно? Значит, кимге – шаинге. Неправильно. Сокол – птица, неодушевленная. Вопрос поставлен неправильно. Должно быть неге. Когда я говорил про сокола, я имел в виду Амитхана Султана. Так что, кимге? Хорошо. Лебедь. Так, лебедь – ах-куш, значит, неге – ах-кушка. Утро, день, вечер. Ага, а это уже к какому времени? Получается, не вакытка, а значит, сабага, кундюзге и ахшамха. Кефе, кезлев, карасув базар. Так, а это у нас исторические названия Феодосии, Евпатории и Белогорска. Получается, к какому месту, то есть не ирге, а значит кефеге, кезлевге и харасув базарга. Карасув базарга. Отлично. А теперь посмотрим видео для закрепления материала. Сен кімге мектуб язасың? Мен Юсуфқа мектуб язам. Сен қайда кетесің? Мен evге кетем. Я сен қайда кетесің? Стадионға кетем. Бақчысарайға автобус не вақытта кете? Бақчысарайға автобус саба кете. Ай, яқшы. Маңа анда саат 12-ге олмақ керек. Мен есе анда ақшамға келерім. Обратил внимание на слово китмек? Да, я уже понял, что китмек – это идти, кетем – я иду, а кетесен – ты идешь. Молодец.
Верно. Теперь попробуем составить целостное предложение. Скажи, ты едешь в Ахмездет? Сен Ахмездитке кетесен. Правильно, добро. А теперь скажи, я еду в университет. Мен кетем университетке. Нет, неправильно. Почему неправильно? Я же перевел так, как ты и сказала. Рушен, Айше права, а ты нет. Слова ты употребил верно, но порядок слов неправильный. Запомни, сказуемое в крымско-татарском языке всегда стоит в конце предложения. Очень простая формула, к которой мы еще вернемся. А пока составь предложение правильно. Получается, мен университетке кетем. Видишь, это просто. Ну что ж, сегодня прекрасно поработали, давайте запишем домашнее задание. Первое задание. Барынджи вазифе. Вместо точек поставьте аффиксы дательно-направительного падежа. Второе задание. Эканджи вазифе. Переведите на крымско-татарский язык. Третье задание. Учунджи вазифе. Запишите в один столбик слова в родительном падеже, а в другой в дательно-направительном падеже.